Туристическая индустрия является одним из ключевых секторов экономики Абхазии, обладая существенным потенциалом для дальнейшего развития и роста. Уникальное сочетание благоприятного климата, живописной природы и богатого исторического и культурного наследия создает прочную основу для привлечения туристов круглый год. Центральной темой обсуждения стали планы министерства по увеличению туристического потока до 5 миллионов человек к 2030 году. Аста Мурлугу подробно рассказала о стратегии достижения этой цели, которая включает в себя несколько ключевых направлений. Руководство страны ставит амбициозные задачи вместе с российскими партнерами. Звучит цифра достаточно оптимистичная. Я считаю, что она реальна, если мы хорошо отработаем. Тут, конечно, много разных факторов, но все же 2030 год стоит планка 5 миллионов туристов, чтобы Абхазия могла принимать. Конечно, большим подспорьем сейчас в этом году мы уже ощутили на себе это открытие воздушной гавани нашего международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Есть показатели на 1 октября, это более 118 тысяч пассажиров уже прилетело благодаря аэропорту. Вы знаете, что с каждый день открываются новые направления. Вот сейчас отрабатывается новое направление, это Кабардино-Балкария, город Нальчик. Будем надеяться, что в следующем году у нас полетят из города Нальчик тоже туристы в Абхазию. Большое внимание Министерство туризма Абхазии уделяет развитию экотуризма и агротуризма. В перспективе планируется запуск нескольких масштабных проектов, призванных привлечь туристов в сельскую местность и познакомить их с уникальной культурой и природой Абхазии. Одним из самых перспективных проектов является инициатива «Мандариновые выходные». Проект направлен на развитие агротуризма и предлагает гостям уникальную возможность погрузиться в атмосферу абхазской деревни. Туристы смогут арендовать комнаты в домах местных жителей, насладиться национальной кухней и принять участие в сборе цитрусовых плодов прямо с дерева. В некоторых деревнях Восточной Абхазии уже существуют успешные примеры. Так в селе Кутол развиваются чайные плантации, и это направление оказалось очень популярным среди туристов. Членов общественной палаты волновали вопросы сохранения идентичности абхазского села в контексте растущего потока туристов. Особое внимание уделялось потенциальному влиянию туризма на уникальную культуру и традиции сельской местности, а также на священные места, расположенные в горных районах республики. Село вот в этом направлении продумывать, ее как-то укреплять, там делать какие-то дома культуры, я не знаю, чтобы не оттуда уходили, а не туристы туда, скажем так, вот вторгались, а вот наша молодежь больше бережно относилась к своим исконным, таким традиционным, но это вот харак за отца запытал. И вот я этого опасаюсь. И еще один вопрос насчет гор. С детства я слышала, что наши горы священные горы. Там как попало, каким-то образом себя вести. Вообще, как вам сказать, это даже не то, что предостерегалось, а это запрещалось. Там даже шепотом говорили, там даже, извините, напитки абсолютно исключались. Там в раздетом виде вообще невозможно было, потому что, может быть, нас вообще, мы же не знаем, какие силы предотвратили и заставили победить врага. Конечно, наше мужество, наша воля, наше желание это сделать, но еще и вот эти все святыни, которые нас оберегают. Сегодня, если мы говорим, если в село приходят, конечно, мы должны, прежде чем туристическую отрасль, сферу гостеприимства ставить впереди, мы должны, конечно, думать о сельском хозяйстве. Потому что в эту сферу, хотя сейчас в последнее время, в эту сферу тоже нелегко привлечь работников, специалистов. Но в сельское хозяйство сложнее, потому что там больше труда, больше времени. Конечно, мы абхазское село можем потерять, так как после грузино-абхазской войны у нас внутренняя миграция состоялась здесь. Чтобы еще раз одну внутреннюю миграцию, чтобы мы не делали, должны сбалансированно подойти.
привлекать туристов хорошо, но этих туристов тоже надо кормить чем-то. В стране активно развивается новое перспективное направление в сфере туризма – глэмпинг, привлекающий предпринимателей своей относительно низкой стоимостью реализации. Этот вид отдыха, сочетающий комфорт гостиничного номера с близостью к природе, становится все более популярным среди туристов, ищущих уникальный опыт. Одним из первых успешно реализованных проектов стал глэмпинг в живописном Кадорском ущелье. Успех проекта вызвал интерес у местных предпринимателей. Поступило предложение о строительстве еще одного глэмпинга вблизи знаменитой Атапской пещеры, известной своими впечатляющими сталактитами и сталагмитами. Также министр рассказал о необходимости нового закона о туризме, разработкой которого занимается министерство по поручению президента. Предложить вариант, проект классификации отелей. Об этом проекте, об этом направлении говорят очень давно. Это, кстати говоря, смежно с новым законом о туризме. Параллельно вот этим поручениям существует дорожная карта развития туризма между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. В этой дорожной карте тоже есть несколько, скажем, пунктов. Одним из пунктов является создание единого внутригосударственного нашего абхазского реестра отелей, для того, чтобы были часто случаи, когда людей обманным путем аферисты продавали несуществующие путевки, и много жалоб на это поступало. И, кстати говоря, министерство как могло реагировало, но возместить ущерб за такую оплошность самого человека, кто бронирует, очень тяжело. Для этого одна из причин создания такого реестра, который будет официально опубликован на сайте министерства, чтобы любой гражданин, любая туристическая компания, которая предлагает Абхазию для отдыха, могла знать, что есть такой реестр, и эти отели проверены, они действуют, никакого подвоха здесь нет. В последнее время Абхазию привлекают не только туристы из России. Новые инвестиции направлены на строительство современных отелей, улучшение транспортной доступности и создание комфортной среды для отдыха. Проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации персонала, занятого в сфере туризма. Это свидетельствует о стремлении Абхазии стать конкурентоспособным игроком на международном туристическом рынке и увеличить потоки отдыхающих. Кунда Шоуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.